Основное изменение, которое вступает в силу с января 2023 года, связано с введением единого налогового счета. Так, в соответствии с поправками, ЕНС станет обязательным для физических и юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей. Что такое единый налоговый счет? Это единый налоговый платеж, который будут оплачивать наши налогоплательщики, страхователи, и не разбивая их по кодным бюджетам классификации, по прочим реквизитам, которые, когда выступает сегодня спикер, достигают там сотни тысяч порой реквизитов различных, будет единый налоговый счет, с которого налоговая инспекция будет списывать наши средства, поступившие средства по нашим обязательствам согласно налоговым декларациям. Введение единого срока уплаты упростит весь процесс налогоплательщикам. Уже существующая модель обязывает следить за календарем на протяжении месяца. К примеру, платить вводный налог 20 числа, 22 на игорный бизнес, 25 на акцизы и НДС, 28 числа транспортные, земельные и так далее. А вот перспективная модель предполагает всего один день после подачи декларации. Оценят реформу в первую очередь бухгалтера бюджетных организаций. Разные сроки отчетности, мы всегда путались. Кто профессионально всегда понимает каждую дату. Сейчас единый срок, это 25 число. 25 число следующего за месяцем, за кварталом. И, соответственно, единый срок уплаты налогов, сборов и страховых взносов тоже 28 число, то есть через 3 дня после представления крайнего срока, представления отчетности. Представители бизнеса, сотрудники бюджетных учреждений, в основном бухгалтера и кадровики, узнают про ряд других изменений в пенсионном и налоговом законодательстве. Заместитель руководителя управления налоговой службы по Ингушетии пояснил, какая сейчас ситуация в финансовой системе нашей страны в условиях сложной политической обстановки. Все, кто здесь сидит, и я, и вы, мы являемся налогоплательщиками. Мы не только обеспечиваем поступление доходов государства, которые идут на определенные цели, но это государство, в свою очередь, должно обеспечить и заботу о нас, обеспечить наши гарантии. И чтобы все это происходило на качественном уровне, конкретные, очень серьезные изменения вносятся во все сферы государственного управления. Одно из таких изменений – упрощенная система налогообложения, режим, подразумевающий особый порядок уплаты налогов. Он ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов подписал закон о снижении налоговой ставки с 6 до 2% для стимулирования развития предпринимательства. О мерах, которые назрели давно с учетом того, что в республике делают ставку на легализацию доходов, говорили еще с прошлого месяца. Это касается предпринимателей, которые применяют специальный налоговый режим. Он называется упрощенная система налогообложения, доходы. То есть от всех доходов исчисляется сумма налогов 2%. Изменения в работе пенсионного фонда, связанные с новой формой единого счета, пока на стадии рассмотрения. Пенсионный фонд планируем мы с Нового года, где-то в январе месяце, провести отдельные семинары, чтобы все вам более тщательно, более завершенном виде объяснить, разъяснить. Мероприятие продолжилось в формате живого диалога. Участники семинара смогли задать свои интересующие вопросы. Лина Цычоева, Адам Мережков, Ахмед Горбаков. Новости 24.